После вчерашнего сюжета на ГТРК, вот вы обращались к водителям по поводу номерных знаков, там всплеск всяких комментариев, поэтому мы решили продолжить эту тему более шире. Почему вот мы все наблюдаем, что увеличилось количество автомобилей без номерных знаков, и говорят, с поддельными номерами тоже ездят. С чем это связано, почему это происходит? Гарри, правильно вы заметили, да, мы когда даем какой-то, да, видеорепортаж, какое-то обращение к нашим гражданам, да, непосредственно к нашим водителям, мы мониторим всегда комментарии наших граждан, кто как на что реагирует, да. Вчера мы тоже смотрели после этого обращения, и много граждан, которые, может, не до конца поняли суть нашей подачи вообще и наше обращение. Как вам известно, на территории Абхазии по нашей республиканской трассе после принятия в законодательстве, да, установки камер фото-видеофиксации, да, там с границы до города Сухума установлены 24 камер. Они были подключены 20 марта. Работа в этом направлении была очень тяжелая, кропотливая. На сегодняшний день работа поставлена в правильном направлении. Если говорить с 20 марта по сегодняшний день, эти камеры зафиксировали более 50 тысяч нарушений. Если брать на сумму, там на сегодняшний день уже оплатили где-то на 25 миллионов. Эта сумма для Абхазии не маленькая. И ввиду того, что мы сейчас в последнее время с 1 числа начали наблюдать такую картину, что очень многие ездят на своем транспортном средстве без госномерных знаков или с подложными. Для чего это делается? Для того, чтобы камеры не фиксировали нарушение, да, данного водителя, и они вот начали просто снимать госномера. Там как частные, да, водители, также есть и сотрудники различных ведомств. Мы начали собирать сейчас материалы, отправлять в службу, проводить мероприятия утром рано, ближе к границе, потому что в том направлении, да, там пересменка, вы знаете, в 8-9 утра там и таможенная служба, миграционная служба, и сотрудники службы госбезопасности, и пограничники, все ездят по этой дороге. И мы вот начали проводить рейдовые мероприятия по указанию министра внутренних дел, останавливать этих водителей, выявлять их нарушения грубые, вручать те нарушения, которые они ранее сделали. И ввиду этого на сегодняшний момент прям активно начали оплачивать штрафы сотрудники, потому что мы, когда отправляем рапорт, да, непосредственно ихнему начальнику, да, там уже будет приниматься решение. Да, там, естественно, в первый раз они могут ему дать выговор, там, строгий выговор, и вопрос может вообще встанет о дальнейшем его работе в данной службе. И вот человек, который работает, да, на какой-то службе, он будет за свою работу держаться, и рано или поздно приведем к тому, чтобы он не нарушал грубо, потому что вы знаете, все дорожно-транспортные происшествия у нас происходят из-за превышения скоростного режима, пересечения сплошной линии, и люди, которые ездят за рулем в нетрезвом состоянии. Вот почему мы делали это обращение, чтобы люди ставили на свой транспортное средство госномерные знаки, не ставили подложные госномерные знаки, потому что данная камера фиксирует всех, не разделяя, кто где работает. Вот в этом направлении мы сейчас этот отдел, мы даем акцент хороший на него, все силы и средства, что есть, мы направляем в этой работе. Получается, различные силовые структуры там, из госорганов, они основные нарушители? Нет, я не скажу, что они основные нарушители, но они в том числе. Кстати, хочу еще подчеркнуть, да, там в комментарии было такое, что вот человек купил машину и едет в ГАИ оформляться. Мы с 1 числа по сегодняшний день поставили по горайорганам на спецплощадку те машины, которые были растаможены, допустим, месяц, 2, 3 назад, или просто они оформлены, но люди не устанавливали свои госномера на машины. Эти машины мы ставим на площадку, как и в городе Сухум, так и в районах
Есть те машины, которые реально вновь заехали на территорию Республики Абхазии, на КПП ПСОУ растаможили, они имеют законные 5 рабочих дней ездить по республике, то есть они могут доехать до дома, потом доехать до ГАИ и оформить в той форме, которую мы должны оформить. Вот за где-то до 200 машин, с 1 числа по сегодняшний день, до 200 машин мы поставили на площадке. Где-то до 300 машин, это те машины, которые имели законное право управлять по территории без номеров, то есть они имеют 5 рабочих дней, и они вот сейчас вот все приезжают к нам на работу, ставят на учет. Дамир, скажите, вот работникам различных структур, вот госорганов, там, силовых структур, то есть неприменимы обычные вот наказания, штрафы административные? То есть к ним... При выявлении да, любого нарушения административного по отношению к сотрудникам, да, различных ведомств мы составляем административный протокол. При предъявлении личного удостоверения выписываются его полные данные и выписывается номер удостоверения. Мы уже знаем, кто на какой службе работает, мы уже имеем связь со всеми структурами, мы отправляем, рапортуем все его нарушения, и потом они присылают нам ответ, что по нему было сделано. То есть вы обращаетесь к руководству и потом запускается механизм. Да. К остальным водителям, если он ездит без номерных знаков или с поддельными номерными знаками, у вас же есть административный штраф там, до 3000 рублей. Да, верно. Вот это не действенная мера? Да нет, это мера, которая человек, если 1 раз, 2 раза нарушил, да, имеет такое нарушение при такой оплате, если у него это систематически, мы сейчас начали очень сильно практиковать, этих людей мы отправляем на знание правил дорожного движения, мы их просто отправляем на экзамен. То есть если повторно попадается, это у вас как-то в базе фиксируется? Конечно, да? У нас есть центральная база, вводим данные человека, показывает там, в каком году, в каком месяце, какие нарушения и сколько нарушений было. И мы уже на месте мониторим, если это систематически, то мы его смело можем отправить на экзамен. За то, что первый раз без номеров ездил? На сегодняшний день, если он едет без номера, транспортное средство, на которое он управлял, ставится на площадку. В течение 3 дней он должен оплатить тот штраф, который выписан был ему. Мы потом выясняем, почему машина без номеров. Она была растаможена, или номер был, он потерял. Там фиксированный штраф или... Там штраф 3000 рублей. 3000 рублей. Ну это действенная Если мера. он оплачивает в течение 5 рабочих дней, у него есть возможность оплатить со скидкой 50%. Понятно. Вот с темой езды без номеров, я думаю, все вопросы исчерпаны. А вот другая тема еще беспокоит всех водителей, это заторы, которые, особенно по республиканской трассе, вот, ну, в городе Сухум тоже вот есть же часть республиканской трассы, проходит через город. И, конечно же, хотелось бы, чтобы поток на этой дороге был более интенсивный. Часто остается один ряд для движения, вот, например, где Сбербанк на улице Лаколба, на турбазе очень затрудняется движение. Ну вот, что вы намереваетесь предпринять для того, чтобы уменьшить эти заторы? Ну, мы с вами, кстати, неоднократно встречались и поднимали этот вопрос. Я хочу сказать следующее. Количество транспорта, которое у нас ездит по нашей республиканской трассе, и также у нас внутри в столице, количество большое. А наши дороги, к сожалению, не расширяются, нету такой возможности. Есть у нас видение, есть понимание, мы заместителем главы города мы уже выезжали на те места, где возможно будет добавить 3-ю полосу,
если быть, да, яснее, это вот на универсаме со стороны Гудауты, когда подъезжаешь, то есть у нас две полосы, едут в город, едут на новый район. Вот там есть возможность, мы в конце сезона хотим встретиться еще раз, если там и Абхаз-Автодор должен присутствовать, сделать третью полосу в правую сторону, чтобы люди могли сворачивать на улицу, на новый район. Также вот напротив республиканской больницы есть возможность добавить третью полосу, которая будет сворачивать на старый поселок. И также, когда с города едешь, проезжаешь республиканскую больницу, добавить правую полосу для того, чтобы заезд к нам в РЭО. И две полосы, которые будут ехать прямо. Да, правильно вы заметили, вот в этом районе еще несколько районов, район Турбазы, район Сбербанка, у нас очень много и часто бывают заторы. Да, там связано с тем, что вот некоторые люди, которые управляют транспортным средством, оставляют машины не в положенном месте, да, там на пешеходке могут оставить, на перекрестке, там, где он создает, да, затор. И помимо этого, если говорить о универсаме, да, там у нас вот стоят 3 светофора. Это вот на универсаме, заезд к нам в РЭО и на старый поселок. Для того, чтобы не было пробок в этом участке дороги, да, то есть по главной дороге мы должны дать зеленый цвет всегда. Но это невозможно сделать, потому что людям, которые выезжают с этих, да, перекрестков, им нужно тоже дать выезд. Вот я ранее говорил, что количество транспорта очень большое, и к пробкам мы, наверное, немного должны уже привыкнуть. Не может быть такое, чтобы без пробок именно в столице Не, ну, если вы добавите по полосе вот в этом районе, как раз от старого поселка до универсама, я думаю, что немножко это разрешит вопрос. Ну, да, какой-то процент, наверное, будет иметь эффект. Да, какой-то эффект в любом случае будет, но вот все-таки вот хочется, да, пользуясь случаем, обратиться к нашим водителям, чтобы вот соблюдали правила дорожного движения и имели уважение как к себе, так и к другим участникам дорожного движения. Но не бывает так, чтобы там, где ты захотел, оставил машину. Да, вот напротив вот республиканской больницы у нас почти 20 дней стояла машина, по базе мы пробили, номер телефона был выключен, по адресу не проживал, и вот эта машина стояла 20 дней. В итоге мы его нашли, убрали машину. Насколько это возможно, насколько есть силы со стороны, да, сотрудников госавтоинспекции, мы максимально стараемся оказаться там, где мы можем оказаться. Но количество сотрудников в городе Сухом, у нас там было 7, сейчас 10 человек. Охватить весь город очень сложно. У нас есть и центральный рынок, который до обеда там всегда очень много машин, там надо оказать помощь. Вот в районе Турбазы, там вы знаете, по правой стороне есть магазин большой. На сегодняшний момент там троллейбус не функционирует. И мы вот эту полосу, которая была встречку, мы эти знаки убрали, то есть мы сделали 3 полосы. Ну вот по левой стороне ряд магазинов, и водители останавливаются, там оставляют свою машину, идут в магазин. Там с обоих да, сторон. будучи понимая, что из-за них будет пробка, вот мы стараемся выезжать туда, ну, физически невозможно успеть везде. Вот люди должны чуть с пониманием подойти и к нашей работе, и также с пониманием подойти к тому, что они не должны нарушать правила дорожного движения. Просто ссылаясь только на ГАИ, да, мы от своей работы не отказываемся, возможно, будем делать, конечно, и в дальнейшем, но должны чуть с пониманием к нам тоже подойти. Вот мы плавно перетекли на другую тему, которая также влияет на заторы, потому что те, которые припарковались там, где запрещено, они создают заторы, иногда и вторым рядом припарковываются. И часто вот прямо на углу, там же вот 5 метров от перекрестка, ну, не должно быть, там не должны парковаться. И они, паркуясь прямо на углу и выезжая, приходится выезжать на второй ряд, чтобы выехать на дорогу. То есть они закрывают и обзор, и затрудняют выезд. На сегодняшний день штраф невысокий. Но мы, водители, как бы рады, когда штрафы невысокие, но они все-таки должны как-то быть более ощутимые, наверное, более действенные. Может быть, и госавтоинспекция тогда более активнее будет работать. Я понимаю, что нет у вас технических средств, нет у вас штат сотрудников неполный, но тем не менее, а вот нельзя, учитывая то, что у нас камеры фото-видеонаблюдения, они как бы узаконены, работают,
нет такой возможности взять какую-то видеокамеру, зарегистрировать ее. И сегодня, допустим, вы нарушение по стоянке и остановке транспортных средств, ну, просто зафиксировали на одной-двух улицах, сколько вы можете там в день выписать штрафов. То есть это можно через парламент провести. Я понял, о чем вы говорите. Да, любое изменение без постановления, да, Кабинета министров и принятия закона, да, в парламенте невозможно что-то сделать. Могу сказать, я ранее, по-моему, тоже говорил уже, вот буквально 3 дня, как уехали наши коллеги, приезжали из города Москвы, приезжал начальник СУД, его заместители, это те люди, которые занимаются камерами, светофорами, у них опыт за плечами очень огроменный, они приезжали, изучали наш город, это та программа, которая вот после, мы сейчас до конца года камеры, фиксации, сейчас вот мы на восточной части устанавливаем, мы как ее закончим, они потом будут работать над тем, чтобы сделать безопасный город. Количество камер, которые мы хотим установить, это очень огроменное. И по оперативной части это очень большая поддержка будет и большая помощь будет. И также в практике, да, ребята наши ездили туда, в Москву, и пока у них выезжает в день 2200 машин на работу. Это те камеры, машины, которые установлены, камеры, которые стоят у них на центральной трассе, да, фиксируют скоростной режим. Есть те машины, которые установлены, камеры во все стороны, которые проезжают и фиксируют транспорт, который стоит с нарушением парковки, да, там, и все нарушения фиксируют. Вот мы хотим вот этим вплотную заняться, мы уже не раз, не два с ними встречались, они приезжали, сейчас мы разрабатываем план мероприятий для того, чтобы реализовать вот в этом направлении. Я думаю, это будет большая помощь, и в парковке, может и мы увеличим, как вы сказали, штраф, да, и человек, когда 1 раз, 2 раза оплатит, и получится так, что он перестанет нарушать. Ну, если такие технические средства будут у нас внедрены, это будет замечательно. То есть это сразу будет идти по сети, очень большой. сразу выписываться камеры, штраф. которые у них есть, фиксируют 64 вида нарушения. Но там очень интересные вещи, которые нам поможет очень сильно. Пока все это будет внедряться, это не менее года пройдет, а то и больше. Вот если, допустим, законодатель разрешит использовать также камеру для борьбы с этими в этом парковками. направлении пока мы на что способны, мы сейчас готовим проект, там есть и по увеличению штрафов именно по фиксации. У нас, допустим, по 2 части, по первой части 117 и второй части, которая превышает до 30 километров и свыше 30 километров. Мы хотим сейчас это разграничить и сделать в 4 этапа. То есть максимальный штраф, там, чтобы он был 9 тысяч. Допустим, это человек, который управляет транспортом со скоростью 160 и более. Вот в этом направлении ведется работа, там еще ряд изменений есть в нашем видении, мы это согласовываем и с Генеральной прокуратурой, да, мы отправляем письма, должны все процедуры пройти для того, чтобы его реализовать. Ну вот сегодня в городе Сухум, в столице, вот больная тема, это, конечно, нарушение стоянки, остановки и стоянки транспортных средств. Вот особенно я говорил на углу перекрестка и прочее, где закрывают видимость во второй ряд. Это очень ощутимо влияет и на затор, и вообще на безопасность. А вот есть у вас штрафы за некорректное использование световой сигнализации? Ну вот, допустим, поворотники не включает человек. К сожалению, именно вот это такое нарушение, где ты должен ему предъявить фото-видеофиксацию. Да? Просто вообще поворотниками пренебрегают. Много таких нарушений, человек тебя обгоняет, и тут же ему, оказывается, надо поворачивать вправо, он тормозит. Да, такие моменты такие непродуманные. Бывают, насколько возможно, насколько наше государство, насколько наше министерство, да, в лице нашего министра Роберта Киот, для того, чтобы работать с сотрудником, все условия созданы, да, насколько это возможно. И материально мы обеспечены, у нас есть и транспорт достаточно для того, чтобы проводить работу. Но просто количество людей, которые у нас работают, там в процентном себя до 30% нехватка у нас сотрудников ГАИ, да.
И немало делается, и немало сделано. Я уверен, что мы проводим большую работу в этом направлении. Со стороны руководства страны, со руководства ведомства делается максимально для того, чтобы обезопасить наших граждан и наших водителей. Любое, когда ты изменения вводишь, да, то есть ты из практики берешь. Значит, вот практика показала, что в этом направлении или в том направлении надо внести изменения. И эти изменения должны быть во благо нашего государства и во благо нашего народа. Я думаю, мы в правильном направлении, просто есть факты, которые не от нас зависят и занимают какое-то определенное время. И, кстати, что хотел сказать, вот за 7 месяцев сотрудниками госавтоинспекции было составлено 81 тысяч материалов. Для того количества, которое проживает в Абхазии, 81 тысяч, это не маленькая цифра. Там, если брать по сумме, да, это на 51 миллион людей оштрафовано. Это без камер фото-видеофиксации. 51 миллион. Не маленькая работа проделана. Просто люди должны немного в себя прийти, не нарушать грубо, не создавать аварийные ситуации. Да, там, по статистике, да, в сравнении с 2024 годом, да, в этом году у нас количество ДТП уменьшилось и количество погибших тоже уменьшилось. Но это не говорит о том, что мы свою работу остановим, мы будем наращивать свою работу и улучшать состояние нашей дороги. Но для этого нам нужна поддержка со стороны наших граждан. Спасибо за интервью. Спасибо.